Итак, сегодня в «Пиковой даме» роль графини играет Вера Васильева. Как уже сказал режиссер Андрей Житинкин, актриса не скрывает своего возраста и соответствует возрасту графини, а ей 87 лет. Последний раз Вера Васильева работала в Казани в 1996 году в спектакле театра сатиры «Священные чудовища». Перед репетицией сегодня с легендой советского времени встретился и наш культурный обозреватель. Как и в спектакле, который видели казанцы в ноябре 1996 года, Вера Васильева играет незабываемую и яркую представительницу богемы. В первой проходке актриса по-настоящему царственна и выглядит победительницей. Поначалу режиссер хотел ввести экспозиционно историю парижских похождений графини и расширить историю 3 карт, но ограничился лишь вводом некоторых персонажей, которых у Пушкина не было. Вера Васильева попала в уже готовый спектакль, заменив Елену Быстрицкую, которая взяла академический год отпуска. Если бы я была на ее месте, не отдала бы эту роль никому. Но, вероятно, по состоянию здоровья она не могла в какой-то момент быть на выпуске. И поэтому с достаточной доброжелательностью говорила обо мне. Ах, это вы, князь. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Вы, кажется, размышляли. По замыслу Житинкина возрастные характеристики героев должны соответствовать возрасту самих исполнителей. Так своего рода происходит отход от некоторого нашего восприятия пушкинского материала, ставшего уже каноническим, благодаря либретто одноименной оперы. Это достаточно мистическая такая история, поэтому если ты человек суеверный, то ты можешь на каком-то этапе работы чего-то испугаться. Но я как-то далек от суеверий, гоню от себя всякие такие мысли, и поэтому мне было очень интересно, легко и любопытно работать. Своего счастья. Все величие. Аут Сезар. Житинкин готовит еще один бенефисный спектакль в расчете на Бориса Клюева. Это будет «Лермонтовский маскарад». Что касается других спектаклей этих гастролей, то здесь они выстроены вокруг настоящих бенефисных ролей. Я себя чувствую просто как Золушка, которая неожиданно попала на бал. Это неожиданный сюрприз в моей жизни. Дмитрий Пивоваров, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».